тан. Сначала читаешь, такой думаешь, а что я сделал? За что вы так полюбили нашу страну? Казахстан — это очень крутая страна. Когда вы уезжали из России, какая была основная причина? Что-то очень в Казахстан захотелось. А что Казахстан? Там степь, юрта стоит, все. На вас шапан это или что? У меня он уже здесь, там подслойка порвалась, там здесь отошла. А есть такое выражение «феномен казахов». Слышу сзади знакомый голос. Поворачиваюсь, смотрю, Димаш стоит. Встречается ли хейт в вашей жизни? Я одновременно, представляете, сотрудник спецслужб сразу в двух странах, как минимум. Ну да. И звонят из администрации президента, говорят: Иван, здравствуйте, а вы можете приехать? Слушайте, ну у вас такое исконно русское имя Иван. Ласково Ваня Жан, Ваня Бек, там, по-разному. Иван Гали еще можно. Булкым, да? Кто это такой там? Как с вопросом о гражданстве? Моя родина — это Казахстан. Я уже не смогу жить без моих казахов. Не все от меня зависит. Ну, куда я колоса, мечта сбудется. Все началось с того, что вы начали снимать видео, да, о Казахстане в свое время, еще будучи в России, да. Как вам вообще пришла в голову, да, эта идея, и за что вы так полюбили нашу страну? Это начиналось не так, что вот Россия, Казахстан. Это начиналось так, что вот петербуржец и Димаш. Вот, то есть это я даже не думал, что когда-нибудь дойдет до такого уровня, что там будет президент вручать благодарность, что орден Достойк второй степени. Это вообще даже я представить не мог. Я просто был обычный петербуржец, и вот в 2017 году увидел Димаша на ютубе. И все с этого началось. Давние боги идут чередой, пусть собираются все. И он там всех рвет в Китае. Среди суперзвезд выходит, всех рвет. И вот так вот мы заболели Димашем, запали на Димаша, стали следить за его творчеством. А в 2018 году Димаш, он выступил в России, в Москве, по-моему. В Москве и в Сочи он выступил. И мне не понравилось, как операторская работа, потому что он выступает, а люди сидят просто вот так вот и в конце похлопали. Но поражало то, что, несмотря на то, что Димаш вот в Китае суперзвезда, уже тогда по всему миру у него не так много было, но были уже поклонники, и поражало то, что у нас не знают его. И появилось желание продвинуть Димаша, потому что еще я смотрел очень много роликов про реакции на Димаша. Я подумал, надо тоже мне что-то сделать. Ничего не умел вообще. Там был компьютер 2007 года, ну, доисторический, это 2018 год. Я ничего не умел, что-то там нажал, там, ну вот у меня мысль появилась, что надо Димашу взять и ему поставить зрителей из американского шоу, которые плачут там. В общем, что-то сделал кое-как, как смог, ну, как умел. Творчески подошел, загрузил, он за день, ну, пошел спать, на утро просыпаюсь, смотрю, 1 миллион просмотров. Я думаю, ну вот это да, ничего себе. Там Димаш поет, а зрители, я брал выступление Димаша, а зрителей добавлял, вот, которые мне понравятся. Вот как, это моя версия, как должно быть на самом деле. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь замкнула ресницы. У меня все началось с Димаша в 2017 году, и нельзя так сказать, что как бы это так вот резко, неожиданно у меня проснулась любовь к Казахстану. Как-то оно постепенно, ахрын, вот. И пришло, и вот сейчас я вот в Казахстане, в Алматы. А вот с Димашем не состоялось знакомство еще? Димаша в первый раз я в 2019 году встретил в Минске. Представляете, вот концерт стадионный, это были вторые европейские игры, и Димаш там исполнял песню «Олимпика» на стадионе. Фантастическая атмосфера, все артисты выступали, все спели, потом вышел Димаш, и, конечно, это совершенно другой уровень.
Я выхожу со стадиона, стою на карте, город не знаю, думаю, как мне домой добраться до гостиницы. И слышу сзади знакомый голос. Поворачиваюсь, смотрю, Димаш стоит. Причем Димаш уже тогда был звездой, и так что он один, вокруг нету толпы поклонников. Это было удивительно. Вот тогда мы познакомились вживую впервые. Вы прям подошли к нему? Он начал уходить, и я пока стоял, открыв рот, он начал уходить, я его догнал, мы о чем-то разговаривали, я даже не помню о чем. Потому что Димаш рядом, я так волновался. О чем-то мы поговорили, я даже там попросил его привет на камеру передать. И все. Потом мы с ним еще встречались в Сочи на Новой волне в 2021 году. Вот как раз, кстати, он тогда нам такой батат тоже дал, пожелал удачи. После этого тоже у нас в Казахстане тоже очень все благополучно было. Много знакомств, многие дороги открылись. Ну, то есть Димаш знает о том, что вы делали, о нем столько материала. Я думаю, знает. Да. То есть это доподлинно неизвестно. В 22 году, или я могу ошибиться, может, в 23-м, у Димаша был концерт в Анталии. И там я тоже был, я стоял у сцены, снимал, делал репортаж тоже про концерт. И тоже в один момент я смотрю, он на меня смотрит, и тоже такой подходит, говорит: «О, Иван, там, привет, там, молодец». И на казахском сказал, что да, там, что давно мы делаем репортажи. О нем сказал еще, по-моему, я казахский не до конца понял, но мне кажется, он сказал, что я все суинши собрал у новостей, у новостных, у тех, кто новости делает. Друзья, а сегодня я рад представить вам репортаж с концерта Димаша в Анталии. Как вы знаете, я отправился туда из Алании для того, чтобы послушать великолепный голос нашего любимого артиста. Ну и, конечно, пообщаться с поклонниками Димаша Кудайбергена, которые приехали к нему со всего мира. Выпуск будет очень интересным. А есть такое выражение «феномен казахов». Как вы лично для себя его расшифровали? Пока что не расшифровал. Скажу сразу, процесс идет. Мне кажется, что вот необходимо мне казахский язык освоить для того, чтобы... Расшифровать? Да, больше понимания было. То есть в 2021 году я сделал серию передач под названием «Феномен казахов». И тогда у меня я был просто удивлен тому, что почему казахи такие крутые. Она же во всех областях. Уже тогда во всех областях я увидел, что и в спорте, и в культуре, и там в бизнесе, куда ни посмотришь, там везде есть крутой казах. Димаш, там, Иманбек, там, в юморе. Даже у вас в России есть казахи крутые. Да. Я тогда не сильно знал, немного знал про Казахстан, но скриптонит был на слуху. Я не знал, кстати, тогда, что Джахалип казах, потом узнал, круто, наш. И для меня это было поразительно, я до сих пор поражаюсь каждый день. Я даже сейчас не успеваю рассказывать о всех чемпионах. Даже чемпионы уже обижаются, что мы там не рассказываем, что не попадает к нам, там золото где-то получили, а мы физически не успеваем. И самое интересное, что я не знал, да, что Казахстан такой крутой, что казахи такие крутые. А мне кажется, что сейчас очень многие не знают ничего про Казахстан. Знают, что есть там школьная программа. Я знал школьную программу. Казахстан, такая страна, там 19 миллионов, сейчас 20, да? Будет? 20, уже родился 20-й. Уже 20, катывался. А самое интересное, что, как мне кажется, в Казахстане казахстанцы, они сами не знают и не чувствуют, насколько это круто. У меня есть возможность сравнивать, потому что я вырос в Санкт-Петербурге, учился в Финляндии 2 года, учился в Корее 1 год, жил в Турции 2 года. Поэтому мне есть с чем сравнивать. И я могу сказать, что Казахстан — это очень крутая страна и с очень большим будущим. А феномен, его еще предстоит много работы, чтобы разгадать. И планы такие есть. Тогда в таком случае скажите 3 главных достоинства, на ваш взгляд, Казахстана, которые видны сразу на поверхности.
даже я сейчас скажу, еще обижу кого-нибудь. Поэтому я просто буду потоком вам говорить. Во-первых, это народ. Народ Казахстана, люди, которые здесь живут. Я уже начинаю различать на взгляд, мне кажется, людей, которые были воспитаны в Казахстане или которые приехали. Я знаю, что был прикол такой, что майки носили, да? Я родился в Казахстане, или как? Да? Шутка такая была. Born of казак. Да, да. Вот я, кажется, уже, ну, вот, пожив здесь и дистанционно тоже, вот, живя с Казахстаном, могу понять, вот, и сказать, что народ Казахстана — это удивительные люди, это честные люди, смелые люди. Они не боятся тебе сказать, что если у тебя там ты что-то не так сказал, они не будут скромничать. Если ты фамилию неправильно что-то сказал, тебе об этом скажут. Если ты кого-то обидел, тебе об этом скажут. Если что ты неправильно сделал, то же самое. И в то же время, если вдруг ты делаешь что-то хорошее, тебе тоже, ну, казахи — это очень, казахстанцы — это люди очень благодарные. То есть если ты делаешь что-то хорошее, то за это, соответственно, тоже получаешь благодарность. И это на самом деле хочется тоже так жить. Потом такая есть особенность. Это стремление к чемпионству, быть на первом месте. В любой сфере, будь это спорт, будь это культура, бизнес, неважно, всегда там хочет быть человек из Казахстана на первом месте. Казах, я имею в виду, что он воспитан духом казах. То есть в этом плане у казахов есть такое фантастическое стремление. И вот даже смотришь иногда там спортивные, например, соревнования, вроде думаешь, ну все, уже там, ну, шансов нет. Вот Шавката Рахмонова, там есть ролик, где он называется, по-моему, «Самый сложный бой Шавката Рахмонова». Там, и он уже и пошатнулся, и там уже чуть там не упал, там уже, но все равно не сдается. Плюс Казахстан — это страна, которая фантастический сейчас прорыв делает, взлет по самым разным областям. Например, вот цифровизация. Вот я жил 2 года в Турции. Там банк официально работает с 10 до 17, но на самом деле, если ты до 12 не пришел, то потом ты уже никакую справку там ничего не получишь, потому что все очень долго. Здесь, в Казахстане, когда ты находишься, вот у меня супруга приехала, она сначала говорила, я хочу в Турции, почему? Мы планировали в Турции жить, потом вот этим летом я звоню, все, едем в Казахстан, здесь круто, я говорю, вообще, дети в школу пойдут казахскую. Она говорит, как это Казахстан, мы в Турции, там море. Я говорю, нет, подожди, приедешь, все узнаешь. Потому что, ну, я понимаю, что не у всех людей такое представление есть о Казахстане, как у меня или у людей, которые здесь живут. Для нее и там, а для многих вообще Казахстан, даже не, ну, представления нет, что в Казахстане происходит. Есть такие, уверен, что думают, что там, а что Казахстан, там степь, юрта стоит, все. А на самом деле, я говорю, ты приедешь, супруги говорят, ты приедешь, выйдешь с аэропорта, у тебя челюсть до пола отвалится. Ну вот все-таки я должна спросить, вот когда вы уезжали из России, какая была основная причина? Вы хотели дальше творчески развиваться или же это всем известные вот моменты? Я с 2019 года уже ментально был с Казахстаном. Даже, не знаю, я говорю на 10%, что я уже был казах. Мне кажется, намного больше. Поэтому я даже... Ну, во-первых, я уехал раньше. Когда вот это все случилось, я полноценно не могу об этом, к сожалению, рассказывать, потому что могу нарушить законы. Вот. Страны, да, гражданином которой вы не являетесь. Да. Поэтому я знаю, что те, для кого я появился только сейчас, кто вот открыл Инстаграм, смотрит, кто это? Булкин, да? Кто это такой? Там выходит, новости рассказывает. Для них, наверное, ну, может казаться, что разные причины есть, но это никак не связано. Иван, ну вас с уверенностью можно назвать главным патриотом Казахстана с паспортом другой страны. Как с вопросом о гражданстве? На какой стадии? На какой стадии? В процессе непростой, оказывается, вопрос, очень сложно
Вид на жительство я уже получил. Вот, тоже вид на жительство тоже сложно получить, но вот до 2031 года я теперь могу жить в Казахстане. Не все от меня зависит. Вот. Ну, куда колоса. Мечта сбудется. Вот. Поживем, увидим. А в чем главные трудности? Я вот деталей не могу сказать, я не знаю, я не юрист. Вот, но я знаю, что нужно иметь родственников в Казахстане или проживать какое-то время, 3, по-моему, или 3 года, по-моему, если есть у тебя жена или кто-то из родственников в Казахстане, и 5 лет ты должен прожить в Казахстане. По-моему, такие правила. Вот, поэтому... Ну, странно, что вы знаете их поверхностно. Вы бы уже, мне не кажется, вот изучили. Я, ну, то, что вот смог, я прочитал, конечно, но не все так просто, оказывается. Но если была возможность, вы хоть завтра бы поменяли Ну, конечно. паспорт на Конечно, голубой, да, и все, и там я с этой просьбой обратился, там работа, насколько я ведется. знаю, ведется, да. Какой процесс, я вот не могу позвонить, спросить, как там, потому что это решение принимается на высоком уровне. Ну, замечательно. Будем надеяться, что вы скоро станете казахстанцем. Куда колоса? Вы получили благодарность из рук нашего президента Касым-Жомарта Токаева. Расскажите об этой истории, как вообще вы узнали, что чувствовали в тот момент. Я наблюдала за вами с зрительного зала, когда вот вы выходили, такую речь произнесли, патриотичную. Червинский Иван Васильевич, Алга Петербург YouTube каналының авторы. Вот вы сейчас напомнили до сих пор вот волнение, потому что 1500, по-моему, человек было, такая, ну, аудитория там. И я приезжаю там из своего аула, и мне еще говорят, что можно пару слов сказать. Президент, вот. И было очень неожиданно, я вот помню, сейчас я сидел, работал, и звонят из администрации президента, говорят: Иван, здравствуйте, а вы можете приехать? Я говорю: ну да, говорят, хотим, точно вот слова не помню, но что-то вроде «хотим вашу работу отметить» или что-то такое. Но я думаю, ну ладно, ну, в Казахстан съездить всегда приятно. Вот, и за несколько дней, мне кажется, за 3, наверное, ну, в общем, за какое-то время я узнал, что тоже там, что мне хотят благодарность вручить, вот, что из рук президента будет, что можно будет сказать ответное слово. Вот. Ну, потом я уже тогда начал волноваться, там, начал готовиться, там. Но детально, конечно, не ожидал. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, глубоко признателен вам за то, что обратили внимание и оценили нашу скромную работу. Рахмет. Но мне кажется, именно в этот момент вы почувствовали масштаб своей работы. Я до сих пор считаю, что это, ну, такой был аванс. Потому что, ну, что мы сделали? Что я сделал лично? Ну, это но вы популяризируете Казахстан, мне кажется, это очень важно. Это очень маленькая работа, которая, мне кажется, что еще предстоит много чего сделать. А потом, когда еще получил орден, тоже достиг 2-й степени. Причем тоже я не ожидал, мне тоже позвонили, говорят, там, из Министерства спорта, из департамента спорта позвонили. Говорит: Иван, слушай, приезжай, там тебя хотим тоже благодарность вручить. Я приехал спокойно, там пришел на мероприятие, там все спортсмены были, посмотрел, познакомился с чемпионами, которых там, с олимпийскими чемпионами познакомился, вообще сфотографировался. И мне вручили благодарность, а мне постоянно пишут уже в комментариях и даже там в WhatsApp: поздравляем, поздравляем, Кутыболсын, достиг Кутыболсын. А я не понимаю, какой, ну, у меня благодарность на руках, я думаю, ну, а при чем здесь орден? А потом оказалось, что действительно, вот и как раз Марат Алмасович в ассамблее вот мне в Доме дружбы Астанинском вручил орден достиг. Тоже, конечно, фантастика, потому что у меня, ну, никогда не было ордена
Тем более, что президент же назначает вручение. Подписывают указ о вручении, да. подписывает наградной лист. Это, конечно, фантастика. Тоже такой огромный аванс. Вот. И мотивация теперь у меня есть для того, чтобы еще больше работать. И планы, кстати, тоже есть на следующий год. Как казах не буду рассказывать детально, но планы очень хорошие. Ну, давайте для ваших поклонников вашего канала покажем, собственно, ваше рабочее место, где вы творите. Да. Вот скромный уголок мой. Добро пожаловать, Кошкельнизер. Рахмет. Так, вот такой вот скромный столик, да? Да. Стул. Ну, компьютер новый относительно. Ну, я смотрю, у вас на столе казахша суйлеймыз. Да. Разговорник. Да. Я его положил, потому что я постоянно ленюсь его открыть. Я сюда положил, чтобы уже наверняка открыть. Вот его еще. Мне тут сказали, надо почитать на казахском языке. Тоже он, с одной стороны, на русском, с другой на казахском. Это журнал для школьников о современных технологиях. Там такой он очень интересный. Но тоже пока что, короче, в процессе. Откуда черпаете идеи сейчас для своего контента? В основном оно как-то само приходит. То есть раньше, например, мы делали очень много разных передач, интервью, выпусков. Сейчас у нас в основном, как-то так перешли мы больше на новостной и образовательный формат. То есть мы рассказываем чуть-чуть про историю Казахстана. Я сам учу и сам тоже рассказываю. Чуть-чуть про казахский язык тоже я сам учу, чуть-чуть рассказываю. Это нельзя сказать, что это какой-то там я гуру и прям сильно разбираюсь. Я просто то, что сам узнал, я вот с этим стараюсь поделиться. Перестроиться очень сложно, все равно в разговоре выскакивают ошибки на автомате. И поэтому я придумал свой собственный авторский метод, который, как мне кажется, может быть полезным. Это тире. Например, в сложных словах я использую и добавляю его между слогами. Ак тобе. Ко станай. То леген. То кын. То кае. Кстати, я до сих пор упражняюсь именно так. Пользуйтесь на здоровье. И, кстати, вот наш основной профиль мало кто знает. Все думают, что я вот так вот неожиданно появился и начал новости рассказывать. У нас есть YouTube-канал, который раньше очень мощно мы работали на нем. Мы делали передачи, фильмы, интервью, беседы, онлайн-концерты, прямые трансляции. И вот сейчас хотим тоже возобновить его работу. Вот сейчас я работаю над одним материалом. Я думаю, что будет интересно. Но вы раньше много про людей рассказывали, да? Про Очень известных, много, да. заслуженных каких-то деятелей, там, культуры, искусства, истории. Да. А сейчас работаете над чем-то таким? Есть уже практически готово. Вот последние штрихи. Там мы сейчас... Я познакомился, повезло мне познакомиться с Бибигуль Тулегеновой. Вот, это легенда, легендарная личность Казахстана. Невероятная женщина, как будто вот сначала я вот видел ее, знаете, где она поет «Мой милый доктор» в фильме песню о весне. Вот. И у меня вот такое вот впечатление не осталось. Когда я зашел к ней домой, когда мы сели, начали разговаривать, вообще одно и то же, несмотря на то, что ей она уже в таком серьезном, солидном возрасте, вот, а все равно у меня такое впечатление, как будто ей вот 18-20 лет, такая она энергичная и также заряжает. И я думаю, что вот фильм, который получился, вот этот материал, думаю, что тоже может немного вот этой энергии дать, потому что она, мне кажется, настоящее сердце Казахстана. С 17-го года, наверное, я мечтал даже, что, я представить даже не мог вообще, что я когда-нибудь с ней встречусь, но мечтал, что вот, было бы интересно узнать, какая она, потому что она Димашу Кудайбергену дала бата, когда он поехал в Китай, и с ее легкой руки он там занял 2-е место. Ну, точнее, для нас, для всех он занял 1-е место, а там ему дали 2-е. А ваш канал сейчас, насколько я знаю, немного видоизменил, да, название? Да, теперь это ЛГ Казахстан. Ага. Да, вот недавно совсем переименовали. Инстаграм тоже переименовали, но сам адрес я боюсь трогать, потому что есть опыт, когда меняешь название, само название, и он уходит на 3-4 месяца, может вообще уйти из алгоритмов. Прежнее название Алга Петербург, да? Какой прежде всего смысл вы закладывали в это название? Я вообще ничего не закладывал. Это
Казахи назвали так. Так, а как это было? Это очень долгая история. Я постараюсь рассказать много, рассказывать, потому что постоянно комментарии пишут: «Неге Алга Петербург, неге Алга Петербург». Ну, типа, почему вперед Петербург? Почему Петербург? Да, для многих непонятно. Но у нас на самом деле раньше было 3 канала. Они назывались «Эхо Петербурга», «Эхо Питера» и экипировочный центр «Спортман». И это каналы, на которых было 500 000 просмотров о Димаше Кудайбергене, о Казахстане. В день мы так хорошо там работали, что в день доходило до 1 000 000 просмотров в день. И так получилось, что мы эти каналы потеряли, потому что были у нас такие доброжелатели, они нас обвинили в том, что мы во всем обвинили, и в том, что мы деньги зарабатываем там, на этих просмотрах, хотя мы даже не знали, как монетизировать, вообще ничего не понимали. Во всем обвинили, даже там, в нетрадиционных взглядах. Короче, очернили, обвинили и забросили на канал страйки, и эти каналы заблокировали. И у нас остался Инстаграм, там, по-моему, было 800 подписчиков или что-то. Ну, в общем, очень маленький Инстаграм. И 50% комментариев там было «Алга Петербург». «Алга Петербург». Ну, типа, не расстраивайтесь, ребята, только вперед, «Алга Петербург». И мы новый канал открыли, и поэтому вот название «Алга Петербург», вот мы даже не думали, все будет «Алга Петербург». Ну вот давайте вернемся к тому, как вы приехали в Казахстан. Что для вас было самым сложным? Может быть, до сих пор остается? Я не могу сказать, что у меня есть какие-то сложности в жизни. Ну, они есть, как у любого человека. Там, ну, это, я думаю, что каждый человек, там, у каждого свои ежедневные там, какие-то проблемы, сложности, там, работа, там, семья, там, быт. Это все, я думаю, что у всех стандарт. Но именно в Казахстане я вот все сравниваю, потому что я в разных странах, у меня была возможность пожить. В Казахстане я чувствую себя максимально комфортно. Мне здесь спокойно. Я чувствую, что ну, я могу быть здесь честным со всеми. Мне не нужно там кому-то что-то обманывать, там, придумывать, как в других бывает странах многие люди делают. Поэтому здесь, ну, я чувствую, что здесь большое будущее есть. Я чувствую, что для моих детей здесь будет будущее. Для детей будет правильное воспитание, они вырастут хорошими, правильными людьми, они будут скромными людьми. Кстати, вот еще одно из достоинств, да, Казахстана. На какую бы высоту ни забрался, вот чемпион мира или, например, вокалист номер 1 или диджей номер 1 Иманбек Зикинов тоже. Кстати, мы с ним похожи, потому что он на старом компьютере делал, я тоже на старом компьютере делал. Как бы они высоко не забрались... Вам тоже просто повезло? Мне тоже повезло. Есть такое. Для многих, кстати, для кого я только сейчас появился, да, для них мне очень повезло. Мне везет, я не спорю. И вот у всех этих людей, которые на самую высоту забрались, они скромные. И я вот хочу, чтобы моя дочка тоже была. Пускай она не будет чемпионкой, ну, как хотелось бы, конечно. Но если она не будет чемпионкой, если она не будет там каких-то фантастических успехов достигать, она хотя бы будет хорошим человеком, она будет честной, она будет открытой, она будет скромной. Ну, вы, кстати, первое, что сделали, это определили своего ребенка в казахский класс, в казахскую школу, да, с казахским языком обучения. Это уже о многом говорит. Ой, привет! Ой, молодец! Как у тебя уроки идут? Все нормально? Ну что, пойдем домой? Да. Давайте, Надя. Иван, как успехи сегодня у Евы в школе? Потихонечку, ахрын келе жатыр. Өте қиын, сложно дается, конечно, но постепенно у нее сейчас должен пройти сначала процесс акклиматизации, потому что она в школу раньше не ходила, это 1 класс, и в садик она тоже не ходила, она воспитывалась там у мамы, у бабушки. Поэтому, конечно, ей непривычно, что здесь дисциплина, что здесь надо сидеть за партой, что надо еще что-то учить. Как у любого первоклассника. Как у любого первоклассника. Плюс еще незнакомый язык, потому что в школу она пошла, она знала только вот Салем и Рахмет. Наша учительница Нагима Апай, у нее 38-летний стаж. Вот, она уже рассказала, что были такие тоже у нее ученики. Поэтому я вообще не переживаю. Вот, спокойно
я его отправляю в школу. У директора стоит система с камерой, то есть там он постоянно отслеживает, и все вот там такие сложные моменты. Психолог есть, учителя тоже очень хорошо работают. Какая-то вот система, я не знаю, в Казахстане по-другому как-то работает, чем вот в моем детстве. У нас не было модно стремиться к знаниям и учиться. У нас было круто, если ты наоборот протест совершаешь и против там, учителя, там, против учителя, против еще чего-то, против системы идешь. В Казахстане как-то по-другому. Так что я надеюсь, что в Ева тоже все нормально будет. Ну, пускай отличницей она не будет там, но главное, чтобы она вот сейчас первое время смогла вот казахский язык хотя бы нам освоить на минимальном каком-то уровне, чтобы вот учебу могла она получать. И самое главное — это воспитание. Вот это вот правильное воспитание, которое получают дети в казахской школе. Иван, ну вот в вашем случае это очень серьезный шаг был, да, вот отдать ребенка в казахский класс. Вы сразу приняли это решение или думали? Сразу я не могу сказать, что я вообще какие-то решения принимаю. То есть оно идет, вот меня жизнь так направляет, и оно как-то все меняется, я сам меняюсь, и, соответственно, тоже мысли мои меняются. Мы же хотели жить в Турции, в Алании, и там она в школу даже сходила, там неделю походила, позанималась. И потом я слежу за успехами Казахстана, я вижу, какие школьники едут на Олимпиаду по английскому языку, выигрывают. Потом робототехники двукратные чемпионы мира, 2 года подряд выигрывают чемпионаты мира. Школьники из ниш, постоянно где-то, вот я про них делаю репортажи, постоянно Олимпиада по химии, там, по физике, по математике Олимпиада. Поэтому, конечно, я вот когда сюда приехал в этом году, мысли у меня такие были давно, что вот надо детей, наверное, в казахскую школу. А вот когда приехал сюда уже, я уже прям полноценно определился и потом начал изучать этот вопрос, как там, ну, что нужно, чтобы поступить. Выбирал школу. Школу было выбрать сложно тоже, вот, потому что был, конечно, страх, что на казахском языке будет тяжело. Ну, то есть оно идет тяжело, вот, но я подумал, что ну, в русскоязычную школу мы в любой момент можем перевестись. Русский язык она так и так будет знать, потому что дома на русском языке говорят. Потом здесь, в Алматы, тоже все ученики, все дети, все школьники и одноклассники, они тоже по-русски, ну, хоть чуть-чуть, но разговаривают. То есть у них общение все равно идет на русском. Поэтому я все-таки подумал, что казахская школа будет более правильной, будет лучше для ее будущего. Мое будущее с Казахстаном, будущее моих детей с Казахстаном, а будущее Казахстана с казахским языком. Ну вот я заметила, вы с учителем говорили на казахском, то есть вы уже все понимаете? Я больше могу сказать, чем понимаю. То есть какие-то слова я понимаю, и потом уже мне нужно время, чтобы обработать и чтобы понять. Потом каждый раз новый человек, каждый раз по-новому мне нужно привыкать. Но постепенно, я думаю, что 20-25% я уже могу понимать, могу фильм включить, там какие-то вещи понимаю. Потом контент на казахском языке тоже, когда смотрю, тоже частично понимаю. Не все, но такие на бытовом уровне, да. Нагима Амантаевна, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен Қош атым келдіңіз. Надежда, мен журналистпін. Жақсы, көп рахмет. Айтыңызшы, Иванның қызы қалай оқиды? Оқушы өте еркін, ашық. Әрине, оқушыға келген күннен бастап бірден оңай болды деп айтпаймыз. Әлі де оқушы қиналады. Өйткені тілді толық меңгеру ол бірде келетін нәрсе емес. Сондықтан Марияға біз жан-жақты қолдау көрсетіп жатырмыз. Тек қана Ева Марияға ғана емес, қазір барлық бірінші сыныптарда бізде бейімделу уақыты жүріп жатыр. Мінекей сол уақытта әліппе кезеңінде барлық стандартқа сәйкес оқу бағдарламасын меңгертуге және де жекелеген сөздерді меңгертуге тырысып жатырмыз. Марияға әрине сыныпта оқушылар да көмектеседі, ата-аналар да көмектеседі. Осындай оқушының алға қарай жақсы жылжып оқып кетуіне жан-жақты қолдау көрсетіп жатырмыз. Қиындықтар бар ма? Әрине қиындықтар болады. Себебі оқушы тілді толық түсінбейді. Соған байланысты біз жалпы тек қана бір мектептен ғана емес, үйден де ата-ананың қолдау көрсеткенін әр уақытта айтып отырмыз. Еваға бәрі ұнайды ма? Ұнағанда әрине ұнайды. Өйткені бала өте ашық, бала ортаның баласы, барлығына қызыға қарайды. Тек бір ғана қиыншылығы қазіргі кездегі болып тұрғаны тілді толық түсінбей жатқаны.
біз соған мектеп әкімшілігі бар, бәріміз қолдау көрсетіп қазір жұмыс жасап жатырмыз. Рахмет, рахмет сізге. Көп рахмет. На вас шапан это или что, не пойму? Да, я вот... Еще флаг Казахстана. Да, это эксклюзивный шапан. Ну вот хотел спросить, откуда у вас такая вещь? Я заказываю вот у одного дизайнера здесь, в Алмате. Очень мне нравится. Такая... Я вообще постоянно хожу в шапане, еще с 2019 года. Я в 2019 году впервые побывал в Казахстане. Димаш делал концерт в Астане, мы приехали в гости, нас, естественно, пригласили домой, и там одели шапан. Так я в этом шапане потом... С тех пор и не снимал, С да? тех пор и не снимал. Я в Питере в нем по улице ходил, а в студии сидишь тоже, ну, там, холодно бывает, накинул, все нормально, там, куда-то выйти быстро, накинул, и все. Потом он еще красивый, и как бы я вот с 2019 года как-то привык, что хожу в шапане. Но единственное, потом, у меня уже тогда было несколько шапанов, я в Алании в одном из своих шапанов пришел, ну, как всегда, там, мне нравится, мне кажется, что я так круто выгляжу в нем. И мне говорят: Иван, у тебя шапан такой, ну, как сказать? Джайский. Ну, я не помню, как сказали, ну, короче, ну, только для подарка, как бы. А у меня он уже здесь, там, подслойка порвалась, там, здесь отошла. Ну, я его заносил. Шикарный шапан. Дали поносить. В общем, друзья, я сегодня решил выйти вот так вот просто на улицу и пройтись по улочкам Алании. С тех пор вы заказываете у дизайнеров, да, шапаны? Да, ну мне много дарят тоже шапанов. Мне нравится, в общем, эта традиция, когда ты куда-то приходишь в гости, тебе шапан одевают. Там. С собой еще еду дают. Саркет это вообще. Саркет это самое такое. Приятное. Вроде как бы, ну вот в разных странах по-разному считается. Вроде кажется, что там этот со стола собирать. Не понимают люди, что это же с добром. То есть ты не просто забираешь еду, ты добро забираешь, в дом себе приносишь. На следующий день бешбармака порезал, на сковородку поджарил. Слушайте, ну у вас такое исконно русское имя Иван, да? Как бы вы по-казахски себя назвали? Я себя вот тоже, так же как и канал, я себя не называю. Вот, мне придумали имя, точнее много было имен, которыми меня называли. И ласково Ваня Жан, и там Ваня Бек, там, ну по-разному. Вот, ну, именно Иванбек я вам Иванбек, предлагаю. да, Иванбек, оно как-то вот приклеилось. То есть у меня даже футболка есть, там Иванбек. Ивангали еще можно. Ивангали. Как можно, вариант. Да. Ну, у вас очень много зрителей, мы это знаем, очень много поклонников. Но, тем не менее, встречается ли хейт в вашей жизни? Да, конечно. Конечно, мы с этим очень хорошо поработали, очень большой опыт взяли. Когда вот у нас были большие каналы, там, когда 1 миллион просмотров в день, там всякое разное пишет. А особенно, когда на нас атака пошла, там прям целая армия, там даже без имен, там 3 буквы и какие-то цифры. И там тан. Сначала читаешь, такой думаешь, это что, про нас? А что я сделал? Я рассказываю про Димаша, рассказываю про Казахстан. У нас контент еще, ну, мы только хорошее рассказываем. И ты думаешь, кому я так мог оскорбить? Там такие гадости писали. Поэтому опыт довольно большой. И сейчас уже, вот еще тогда я для себя урок взял, что как бы они помогают. Они помогают оставаться в тонусе. То есть ты не расслабляешься, когда у тебя есть критики. Ну, не важно, что большая часть из них, конечно, там правда нету, даже 1%. Но все равно ты смотришь, значит, ты куда-то чего-то сделал уже. Так что на тебя обратили внимание. Как Дана Нуржигит как-то сказала мне, что если тебе плюют в спину, значит, ты идешь впереди. Вот, и, соответственно, пускай побольше хотелось бы, чтобы вот было критики, хейта. Это помогает. Да, но вот в сегодняшних реалиях встречается ли? Может быть, это с той стороны, допустим, где вы раньше жили, или же это внутри нашей страны? То есть есть ли он сейчас, вот именно в наши дни? Конечно, есть, потому что, ну, как я уже говорил, для многих я только появился.
И некоторые думают, что там интересно, кстати, пишут разные комментарии. То есть там я одновременно, представляете, сотрудник спецслужб сразу в двух странах, как минимум. Ну да, были такие у меня комментарии. Это так смешно. И там, ну, разное тоже. Разные пишут комментарии. Какие-то, конечно, там, ну, есть, которых мы просто блокируем, потому что... Неадекватность какая-то. Ну, да, да. А так некоторые там, ну, я стараюсь вообще не чистить, некоторые там остаются, и там потом заходишь почитать, и там смотришь, там уже те, кто нас давно знает, они уже там пишут: эй, там, Иван уже вообще-то давно с Казахстана, он не только приехал. Они уже сами друг другу начинают объяснять. Там, Да, да, да. А вот русские в Казахстане отличаются от русских, которые живут в России? Вот у вас же есть возможность сравнить, вы всю жизнь прожили, ну как всю жизнь, определенный отрезок, да, серьезный отрезок жизни прожили в России. И вот приехав в Казахстан, вы увидели какую-то разницу? Менталитет у нас разный или нет? Конечно, даже вот на вашем примере, вот можно сказать, потому что я вот посмотрел пару интервью, вот, и казахские и русские, они другие. Ну, я вот как говорил уже, что мне кажется, что я уже могу даже вот по взгляду, там, по общению определить. В Казахстане люди скромные, они... Есть, конечно, вот это вот казах без понтов, беспонтовый казах, но это, ну, шутка же, это между собой там могут там пофантоваться, но нет такого, что там каких-то успехов достиг, там, ну вот, посмотрите на Иманбека, да, он взял Грэмми, он не ходит везде, не говорит: я Грэмми взял там. Не трясет этим Грэмми, да? Посмотри, он прикольнулся, он поставил себе на приору Грэмми, прокатился по аксу, все, балда. Это поразительно, вот это вот воспитание. Хочется, чтобы мои дети тоже сейчас вот так вот приняли, может быть. Надеюсь, что все получится. И вообще, надо сказать, что вот такой вот пример Казахстана, он очень полезен для всего мира, для других стран. Потому что не везде такое внимание уделяется воспитанию. Вот кто-то говорит там, вот, ой, там это уят булады, мне не нравится. А это очень важно. Потому что с детства, когда вот такой вот Есть идет какой-то тормоз, да? тормоз есть, напутствие есть, и родители подсказывают, что вот у тебя есть, ты посмотри, там, человек не оторванный растет от своих корней. В Казахстане 7 поколений знают, как минимум. Где еще, в каких странах вот так могут сказать? А что у вас с корнями? Я украинец, у меня отец украинец, мама русская. По линии отца с Западной Украины, там, ну, такой Польша, Западная Украина. Там дедушка у меня был по папиной линии художник. Их выслали с Западной Украины в Сыктывкар. Мой папа родился в Сыктывкаре, потом переехал в Ленинград, там познакомился с мамой. Мама в Петербурге оказалась, она уже родилась в Ленинграде, потому что ее родители из Ижевска направили на работу в Петербург. Там вот по маминой линии, там тюркские корни есть. Все-таки есть. Есть, да. Я детально пока не прояснял, вот, надо обязательно этим заняться. Задам такой простой вопрос, казалось бы, да, но в то же время. Что для вас означает Родина? Родина — это страна, точнее, у меня сейчас вообще такая интересная ситуация. У меня получается сейчас две родины. Историческая родина — это место, где я родился, и вот настоящая родина, где я нашел себя как человек, где я вижу свое будущее, где будут расти мои дети. И вот это, вот, я считаю, что настоящая родина. Сейчас мы живем в такое интересное время, когда ты можешь родиться в Африке, а потом почувствовать, что тебя, знаете, как это, что-то очень в Казахстан захотелось. Да. И потом человек приезжает и здесь чувствует себя, ну, как будто всю жизнь что-то искал и нашел. Поэтому моя родина — это Казахстан. Я жил в Финляндии, жил в Корее, жил в Турции, жил в России. И мне постоянно куда-то тянуло, куда-то хотелось. А вот здесь, вот в этом году, когда я приехал, я вышел с самолета, и темно, ночь,
Мы едем по ночной Алмате, я чувствую, вот, ну, только очертания зданий видно, и чувствую, что все какое-то такое комфортное, такое Родиной пахнет, да? родное, такое родное. Потом я не могу представить, что я буду жить в каком-то другом обществе. Я уже не смогу жить без моих казахов. Как я в какой стране там вот я не жил последние 5, 6, 7 год, да, правильно я посчитал. Я душой с Казахстаном, поэтому, и даже, кстати, вот тут интересный момент есть, я размышлял много над этим, потому что вот много же сейчас есть казахов, казахстанцев, которые живут в других странах, которые там, например, там, занимаются музыкой, творчеством, или там спортсмены, или там кто-то есть, кто науке отдает свою жизнь, кто-то там учится в университетах. И ну, есть же критика к ним тоже, что вот вы живете там а как, вот я так подумал, а как, это же не так работает, они же в душе, они же все равно казахи, их ничего не изменит. Они там могут жить, но они все равно, у них, вот я сколько с такими людьми не общаюсь, им все равно хочется в Казахстан. Они все равно там создают свое вот это общение казахское, той проводят, бешпармак там делают. Потом еще отличительная особенность, они там местных тоже, вот, с которыми они живут, они там как очаг, они начинают распространять казахскую культуру. Кто флаг повесит, кто на домбре играет, кто там в шапане ходит. И вот это такое понятие «родина», оно где-то внутри. В принципе, вот в будущем, да, какие вам видятся перспективы вообще? Перспективы Казахстана? Перспективы жизни в Казахстане. Әрине, бәрі жақсы болады, все будет хорошо, все будет керемет. Чтобы понять, что будет через 5-10 лет, надо посмотреть, где мы сейчас. И сейчас мы видим огромное количество чемпионов. Спорт, культура, музыка, там, кинематограф. В кино сейчас тоже там выигрывают еще пока «Оскар» не взяли, вот, но Каннская ветвь уже есть, теперь вот «Оскар» чуть-чуть, кишкине вакет керек, скоро все будет. Будущее фантастическое, и мы тоже должны, конечно, каждый свою руку приложить, потому что нет такого, что там, там идет и идет, все само получится. Нет, это не так. Каждый, по своим возможностям, способностям должен, что может сделать, и тогда все получится. Вот мы, например, я для себя сейчас взял такую цель, такую работу для себя нашел. Это мотивировать 10 тысяч человек изучать казахский язык своим примером. То есть я постараюсь освоить казахский язык настолько, чтобы люди посмотрели на меня и тоже начали изучать казахский язык. Я до того, кстати, как приехал, и не думал, что вопрос остро стоит казахского языка. Для меня было непонятно, как такое может быть, что ты живешь в стране и как-то казахский язык, язык страны, в которой ты живешь, как бы ты его не всегда используешь, как бы, или используешь, но вот так. Большая работа нужна, много в этом плане нужно сделать. И также и по другим сферам. Везде нужно вот по чуть-чуть, ахрын, жай-жай, постепенно, потихонечку. Самое интересное, что об этом нужно рассказывать, потому что не все в это верят. Для многих кажется, что столько проблем, столько всего плохо. Проблемы есть, они будут, но надо говорить о хорошем, надо рассказывать о хорошем. Здесь вот со своей стороны, с учетом данных мне авансов, обещаю, что постараюсь приложить максимум усилий. Аминь. Спасибо большое, Иван, за интересную беседу. Вы очень разносторонний такой человек. Было очень приятно с вами побеседовать. Вам спасибо, что нашли время, что пригласили. Вот. Рахмет, надеюсь. Еще увидимся. Да, надеюсь, еще увидимся.